Дорогие друзья, как вы думаете, каким будет мир после пандемии? Сегодня очень сложно давать прогнозы, но еще сложнее их не давать. Как себя заставить не думать о том, каким будет мир после пандемии. Да и вообще думать о том, как изменится власть, отношения между странами, экономика, наше обычное привычное образование, культура и весь обычный уклад нашей жизни. Я вот думаю, сумеем ли мы извлечь уроки из этого кризиса, если да, то какими они будут. Масштаб и выявленные на данный момент потери от пандемии сравним разве что с событиями мировых войн. А вопрос выживания поставил под удар саму идею глобализации мира без границ. Но, на мой взгляд, происходит переоценка ценностей, мир расстается с иллюзиями создания единого пространства. И по разным теориям того самого мирового правительства, оно проиграло войну, или это всего лишь сражение, мы видим сегодня того, что происходит в мире. Ну а мы с вами, простые люди, еще не скоро отправимся в путешествие в другие страны. Нам предстоит сделать большой выбор в пользу безопасной жизни под прессингом страха, перед болезнью, социальными ограничениями. Ну а возможно, социальные ограничения станут частью нормальной жизни, а глобальный экономический кризис надолго умерит аппетит общества, потребления. Ну а с точки зрения более глубинных трендов, то картина мира будет изменена еще больше. На первую роль, на мой взгляд, вышли глобальные СМИ вкупе с социальными сетями. Они смогли очень быстро мобилизовать все человечество вокруг борьбы с пандемией, а ведущие политики мира были вынуждены принять меры уже по факту. Пандемия ударила по глобализации. Мы видим, что многие страны, в том числе и те, которые связаны с международными договорами и соглашениями, как Европейский Союз, за считанные недели закрылись границы и разорвали производственные цепочки, которые мы знаем, что строились десятилетиями. Возможно, скоро процесс производства будет пересмотрен в корне, но также сильный удар нанесен по обществу потребления. Нас годами призывали жить здесь и сейчас, получать удовольствие, яркие впечатления в кредит. И сейчас возникает вопрос, есть ли в этом необходимость. Думаю, как я, как и вы задумались, почему так трудно оставаться наедине с собой, наедине с близкими, родственниками, почему нас годами заставляли искать яркие впечатления в другой стране и в другой в культуре, не зная истории своей страны, своего народа, города, своей семьи. Ну а мы с вами, я думаю, что мы еще вернемся к этой теме. Ну, а пока в мире бушует пандемия коронавируса, я предлагаю вам познать себя, свои возможности, переоценить свои ценности и попытаться быть счастливым в новом мире. Я желаю вам успехов. Вассаламу алейкум ва рахматуллах.